В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. Мужчина, избивший посетителя рестобара «Крыша», в январе прошлого года заключен под стражу. Как отметили в Следственном комитете региона, собранные доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летнего жителя города Якутска. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Прокуратура Алданского района направила в суд уголовное дело по обвинению женщины в покушении на убийство сына. Так, прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по статье «Покушение на убийство». По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сыном, обвиняя его в отсутствии работы, в злоупотреблении алкоголем, высказывая угрозы убийством, нанесла ему не менее 8 ударов ножом. Во время их нанесения сын пытался удерживать руки своей матери, уворачивался от ударов и смог выбежать из дома, после чего обратился к соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Житель Верхневилюйского района осужден к длительному сроку лишения свободы за особо тяжкие преступления в отношении своей малолетней дочери. Так, 32-летний житель Верхневилюйского района с апреля 2017 года по сентябрь 2020 совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Мужчина пользовался отсутствием дома и своей автомашине посторонних лиц и совершал преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает следствие, на момент первого преступного эпизода возраст девочки составлял 6 лет. Проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него наличие гетеросексуальной педофилии. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В полицию Якутска поступило сообщение от директора одной из станций технического обслуживания автомобилей. Мужчина сообщил, что во время рабочего дня в помещение ворвался неизвестный в черной маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему деньги, забрав у потерпевшего 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за наркопреступление 56-летнего местного жителя. При личном досмотре правоохранители изъяли у него пневматический пистолет и кухонный нож, которые направлены на исследование. На похищенные средства мужчина успел приобрести спиртные напитки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по России по Республике Саха-Якутия. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. 2 грузовых автомобиля ЗИЛ-131, груженные досками и холодильниками, провалились под лед озера Байкал у берегов поселка Листвянка. Один автомобиль провалился полностью, второй частично. События произошли в 70 метрах от гостиницы «Маяк». Данных о погибших и пострадавших нет. Сообщение о вступлении сезонного разрушения ледяного покрова Байкала в активную фазу и предупреждение об опасности нахождения на льду озера были опубликованы МЧС России еще 19 марта. Техника направлялась в сторону поселка Большие Коты, которая находится в 16 километрах от Листвянки. Летом путь до него лежит по воде, а зимой жители, рискуя жизнью, проезжают по льду на автомобилях. При этом ледяная переправа существует неофициально. Паводок пришел в 24 региона России. С большой водой борются на Дальнем Востоке, в Сибири, Приволжском и Центральном федеральных округах. По данным МЧС, в стране потоплено более 400 участков, 60 мостов и 10 участков автодорог. В ведомстве уточнили, что больше всего потоплено участков в Иркутской, Тверской и Рязанской областях. Как сообщили в МЧС России, по Иркутской области в регионе на сегодня на контроле находится 179 участков в 7 населенных пунктах. На них располагается 173 дома. При помощи специального оборудования сотрудники ведомства откачали уже более 30 тысяч тонн воды. На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находится подтопление талыми водами 179 участков в 7 населенных пунктах Иркутской области, на которых располагается 173 дома. В настоящее время подтопленных жилых домов нет. За прошедшие сутки в целях стабилизации обстановки проведены работы по расчистке и углублению 560 метров водоотводных каналов.
Возведено 240 метров заградительных насыпей. При помощи 3 пожарных насосных станций, карьерного насоса, вакуумных автомобилей и мотопомп откачано более 30 тысяч тонн воды с приусадебных территорий. За сутки освобождены от воды 36 участков в 2 населенных пунктах Прибайкалья. Паводковая ситуация также сегодня зафиксирована в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Ульяновской областях. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.